привет! С вами новости за школьной партой. В сегодняшнем выпуске мы подготовили для вас интересные, а также новогодние сюжеты. Итак, мы начинаем. Гузель, ты что-нибудь знаешь о премии признания? Да, знаю, что учреждена она была в 2007 году Юрием Андреевым. И уже как 11 лет ученики и учителя получают ее за особые старания. Тогда давай посмотрим сюжет Карины Григорьевой о церемонии вручения премии. Главным гостем церемонии стал учредитель премии «Признание», почетный гражданин города Канаша, выпускник школы номер 5 Юрий Андреев. Лауреаты прошлых лет и нынешние благодарили его за столь важную для города премию. Чем интересна эта премия «Признание», мы до последнего не знаем, кто же станет лучшим. В 2016 году я вручала эту премию «Признание» Александровой Виктории. Она на тот момент была кандидатом в мастера спорта и серебряным призером первенства Европы по вольной борьбе. Юрий Витальевич, когда мы с вами эту премию вручили, вы помните, да? Она в этом году, ей уже присвоили норматив мастера спорта России, и она стала бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе. Спасибо вам большое, что вы у нас здесь. Дорогой Юрий Витальевич, разрешите, пожалуйста, вас пригласить на сцену, чтобы с вашей легкой руки мы вместе вручили. Действительно, этот юноша заслуживает. Он неоднократный победитель Приволжского федерального округа, ЦС «Динамо», всяких разных всероссийских соревнований по боксу, кандидата в мастера спорта Алексеева Владислава Алексеевича. Заместитель главы администрации Валентина Дмитриева поздравила номинантов и пожелала новых побед. С момента утверждения премии «Признание» лауреатами в разных номинациях становились более 200 педагогов и обучающихся нашего города. Сегодня будет вручена 21 премия. Огромное спасибо Юрию Витальевичу за такую поддержку системы образования города. В этом году премию «Признание» получили 11 педагогических работников, 3 обучающихся школ города за спортивные успехи, 7 показавшие высокие результаты в учебе, творчестве и волонтерской деятельности. Помню, год назад я была на этом месте. Как здорово, что есть эта премия, что учителей и учеников приподнимают, поощряют. Это очень приятно. Лучшим учеником года стала Елена Ермолаева. Премии за активную жизненную позицию удостоилась наш корреспондент, ученица 8 класса школы номер 9 Екатерина Мельникова. Волонтером года выбрали Диану Китиладзе. Сегодня я стала лауреатом в номинации «Волонтер года». Благодарю всех, кто помогал мне, поддерживал меня. В этом году я заканчиваю школу и хочу пожелать всем выпускникам удачи. Поздравляем лауреатов с получением премии и желаем дальнейших высот. Для новостей за школьной партой Карина Григорьева. Гузель, а тебе нравится вести передачи, писать тексты и сочинять стендапы? Да, это одно из моих любимых занятий. Я тоже люблю показывать и рассказывать нашим телезрителям новости нашего города. Раз это наше любимое занятие, давай покажем сюжет про телевидение. Тем более, что недавно КСТ исполнилось 25 лет. Праздник прошел в музыкальной школе. С днем рождения! С таких слов, пожалуй, мы начнем сюжет. Вот уже ровно 25 лет, как Канашская студия телевидения дарит жителям нашего города интересные передачи. Свой юбилей телевидение отметило в актовом зале музыкальной школы. Корреспондентов, ведущих, журналистов, операторов и других сотрудников награждали, одаривали дипломами, памятными подарками, а также медалями. Зал был полон гостей. Каждый имел возможность выйти на сцену и поздравить с юбилеем сотрудников и пожелать им дальнейшего процветания. Также на юбилее помимо церемонии награждения и были творческие номера. Выступали учителя и ребята из детской музыкальной школы. Праздник удался на славу. Довольные, с веселыми и радостными лицами ушли наши гости. Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Ведь даже программа «Новости за школьной партой» уже выпускает для вас сюжеты ровно год.
Подготовка к Новому году в детских садах и школах нашего города уже в самом разгаре. Свое творчество ребята продемонстрировали на днях в городском дворце культуры. Новогодний серпантин. Под таким названием прошел конкурс творческого мастерства. 18 декабря в городском дворце культуры прошел замечательный второй конкурс детского и юношеского творчества «Новогодний серпантин». Ребята были разделены на 4 возрастные категории. После каждых 2 проводилось награждение. И снова мы не сомневались в ребятах. В этом году номера были просто волшебными, сказочными, яркими, что в зале кружила новогодняя атмосфера. Танцы и песни – 2 основные номинации этого конкурса. Выступали также дети из детских садов, школ, из кружков Дома детского творчества, городского дворца культуры и детской музыкальной школы. В этом году было много первых и вторых мест. Дети очень серьезно отнеслись к этому конкурсу. Каждый номер был уникален по-своему. Жюри было строгое, но оценивали они справедливо. Концерт прошел удачно, всем понравилось. Ребята, самый крутой и клевый развлекательный центр в нашем городе – это «Жираф». И мы сегодня здесь отдыхаем. Прыгаем, бегаем и клево проводим время. А сейчас мы узнаем, почему ребятам нравится отдыхать именно здесь. Мне тут нравится. Я умею играть в догонялки. Больше всего умею играть в футбол. Играть пришла? Да. А где поиграла ты? Вот там, и здесь. Мне эта машинка нравится. По-настоящему мы сегодня отдыхаем с пользой для здоровья. Смотрите сами, батуты выдерживают вес даже взрослого человека и даже 2. Многочисленные игровые зоны увлекают и подростков, и самых маленьких. Для них и качели, и лазилки, и тематические уголки. В общем, в батутном парке «Жираф» можно найти развлечения по вкусу. Мне здесь нравится прыгать, бегать, играть. Что понравилось? Скажи, Катя. Батуты. Батуты? Молодец. Удобное местоположение. Дети находятся под присмотром. Здесь как раз действительно очень оживленно, очень интересно. И, в принципе, моему ребенку нравится. Могут отдохнуть как взрослые дети, такие малыши, как наш сын. А посмотрите сами, какой оригинальный ниндзя-парк. Повисеть, весело попрыгать, покачаться. Мы думаем, сегодня это лучший отдых. Как тебя зовут? Камила. Понравился ли тебе этот праздник? Да, очень понравилось. А ты знаешь новогодние стишки? Да, очень. Расскажешь? Да. Давай. Стишок называется «Новый год». К нам на елку, ой-ой-ой, Дед Мороз птица живой, ну и Дедушка Мороз, что за щеки, что за нос, балада-то балада, а на шапке-то звезда. Молодец. Вообще тут здорово отдыхать, мы часто сюда приходим отдыхать. Интересно, ребенку есть чем поиграть, вот, и попрыгать можно. В каждом деле нужно дорасти до мастерства. Как нам кажется, у инструктора, который с нами занимается, эти умения есть. Нужно не только высоко прыгать на батутах, но еще и уметь комбинироваться. Я хочу поинтересоваться, а какие меры предосторожности надо соблюдать, прыгая на батутах? Не прыгать вдвоем на батуте, не трогать желтую сетку, не лежать и сидеть на батутах и не прыгать на чужой батут. Приходите, отдыхайте вместе с нами. Теперь мы точно можем сказать, что большому и веселому коллективу Канашской студии телевидения в батутном парке «Жираф» очень понравилось. Владимир Александрович, почему для детей вы выбрали именно это место? Во-первых, мы каждый год выбираем развлекательный центр. И в этом году тоже решили для детей совмещать Новый год с здоровым образом жизни. Вы как довольны, что здесь набегались, напрыгались?
Да. Да? Ну вот, я думаю, все-таки же вам более полезно это место, чем другое место. Вот поэтому мы выбрали данный жираф, как говорят, батут-центр. Владимир Александрович, спасибо за то, что дали возможность порезвиться. Правильный отдых заряжает новыми силами на дальнейшую учебу. Сегодня наш большой коллектив и отдохнул, и взбодрился. Спасибо, жираф, за наш веселый праздник. И вновь подходит к концу наша передача. Всех с Новым годом! Хотим пожелать вам счастья и здоровья. Всего наилучшего. До новых встреч! Пока!